с этой ситуации, конечно, количество заказов в разы увеличилось. Вот. Стараемся от нашего регламента не уклоняться, ведем вровень, работаем, и очень радует то, что количество повторных заказов все больше и больше. Вот он, рынок, который не умрет никогда и который в данной ситуации в выигрыше. Еда, доставка, бесконтактная доставка. Год назад компания сделала на это ставку и, как знала, заказы увеличились в несколько раз. На некоторые товары спрос особый. Это белизна, лимон и имбирь. Этот имбирь мы закупали по старой цене, и сейчас на этом наживаться и продавать его в 10 раз дороже мы не будем никогда. И мы приняли решение всем нашим клиентам порционально разделить и в среднем по 40-50 грамм дарить его в подарок. Предпринимателю пока удается держать цены на прежнем уровне. Удается и сделать настоящим то, что казалось будущим. Продуктоматы. В Казани их пока не так много, но и те, что есть, востребованы, как ни странно, среди пожилых. Ячейка открывается, он получает, соответственно, свой товар. Все, поднимается к себе домой. Это те, кому повезло, а в целом доминирующее настроение бизнеса сегодня можно выразить одним словом – обида, а лучше двумя – большая обида, или тремя – очень большая обида. Есть такое понятие – предпринимательский патриотизм. Это когда государство и бизнес на одном поле. Никто не играет за команду соперников и не вносит раздор в свою собственную. Так было раньше, но теперь настроение меняется. В ожидании то ли конца матча, то ли тайм-аута. Государство на ходу вырабатывает стратегию. Исход пока непредсказуем. Сам бизнес кивает в сторону положительного опыта других стран, которые пошли более либеральным путем, отменяя налоги, аренду и выдавая отсрочки по коммунальным платежам, как в Южной Корее или Швеции. Мы, как и большинство компаний, перешли на удаленный график работы. Сейчас у нас офисы пустуют. Работа ведется с туристами удаленно, и огромный фронт работы проводится в связи с тем, что много аннулированных заявок. Мы хотим от правительства, от нашего правительства принятия более оперативных мер. Туристический бизнес первый в числе тех, кто сделал эту вынужденную остановку. Остановку, которая может стать конечной. И даже если временной, то обойдется дорого. Уже обходится. Оклад своим сотрудникам Булат оплачивает из собственных средств. А прибыль? А как еще, если нет этой прибыли? Идут 100% потери, 10% выражений, потому что никаких заявок не бронируется, соответственно, дохода никакого нет. Скажите, вот как по аренде? Арендаторы не все, со всех 4 точек. Единственные арендаторы пошли навстречу, где они снизили арендную ставку на 70%. По остальным арендным ставкам пока навстречу никто не пошел. На онлайн-встречу с президентом пришли сами предприниматели. Рустам Минниханов и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обсудили с представителями бизнеса субсидии и меры поддержки. Нельзя ли вот по тем отраслям, которые сегодня оказались в сложной ситуации, людей не увольнять, а как-то субсидии на временную занятость выделять? Мы же людей потеряем, знаете. Людей надо сохранить. Это же самые ценные это люди. Уже более конкретные меры предложил на этой неделе и Владимир Путин, заявив о выделении финансовой помощи на зарплату сотрудникам, а также о выдаче зарплатных кредитов. Многим достаточно и этого. Заявки уже принимаются, но вопрос, кто именно среди представителей бизнеса сможет на это рассчитывать? Теперь государство станет гарантом для получения кредита в банке. Но что скажут сами банки? Решение принимается, но исполнение не всегда идет. То же самое по кредитам с 0%, по той помощи. Мы все-таки считаем, что нужно включить и фонд национального благосостояния, сохранить кадры. И вот эти 2-3 месяца дать людям возможность их пережить, перекантоваться, будем так говорить. В торгово-промышленную палату за 2 недели поступило порядка 3000 обращений от предпринимателей. К слову, ранее их было 5000 за год. Больше всего пострадали те, кто все предшествующие годы не тешил себя дивидендами, не выводил деньги в пассивный доход, а вкладывал всю прибыль, да еще и кредиты в развитие, а следовательно создание новых рабочих мест и рост налоговой базы. Больше всего пострадали самые честные и цивилизованные, те, кто платил белые зарплаты и не бегал от налогов. Вот. Это местный цветок уже, да, а гвоздики, альстермерии – это голландский, вот как раз-таки он будет, сейчас объем его уменьшен. Вот, и, соответственно, мы уже собираем, исходя из того, что есть по наличию.
Эти самые честные сейчас уходят в онлайн, если повезет и рынок позволяет. Цветочный бизнес пока на плаву. Оказалось, в это смутное серое время обществу нужно немного красок, чтобы было не так страшно. Предложение уменьшилось ввиду того, что наши поставщики, они начали меньший ассортимент цветка возить. А в основном попали это, конечно, оптовые компании, которые возят цветок из-за границы. Аренду помещения, которое простаивает предпринимателя, продолжают платить, потому что на той стороне и коммунальные платежи, и налоги, которые никто не отменял, хоть и отсрочил. Эксперты объясняют, у бизнеса нет иллюзий, что им кто-то что-то должен, они хотят другого. Предприниматель, он не может на кого-то обижаться. Да, он попал в ряд факторов, это форс-мажор, и все, что бизнес хочет, чтобы те факторы, которые от него не зависят, да, это то, что покупатель не приходит в магазин, это то, что остановились цепочки производственные, чтобы они компенсировались государством. А в остальном бизнес готов работать, зарабатывать. Чем больше идет срок, когда идет простой, тем тяжелее потом собирать разорванные производственные цепочки. Разрушить легче, чем собрать. Сколько вы даете времени? Я думаю, где-то, наверное, к осени восстановится деловая активность. К маю, к концу мая все это, в принципе, должно более-менее закончиться. Но очень многое зависит от позиции властей. Что будет, покажет время. Новые решения и помощь наверняка будут корректироваться в зависимости от ситуации. А пока кто-то остается на поле. Хуже тем, кто остается за ним, в ожидании. Но предприниматель – это тот, кто никогда не перестанет предпринимать, даже если ты по ту сторону игры, которая с ног на голову, но продолжается. Диляра Исупова, Андрей Мохов, Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.